смотрели и читали про пост в поддержку чеченцев от брата Черкеса. И мы тоже решили сделать небольшое видео про это. В своем посте брат Черкес пишет, что периодически видит у некоторых сетевых персон непонятного происхождения плохо скрываемую нелюбовь к чеченцам и попытки как-то их задеть. Почему такое происходит? В чем провинились чеченцы и за что эти некоторые их не любят? Задается вопросом Черкес. Признаться, чеченцы тоже не понимают, в чем и где они перед кем-то провинились. А за то же самое, за что любим и уважаемых мы, черкесы, мы чувствуем чеченскую душу как родственную. Нам с полоборота понятны мотивы их поступков, а ценности Нахчила идентичны Черкесскому кодексу АДГ-Хабзе, говорит в своем посте брат Черкес. А дальше мы просто зачитаем без отступлений пост Черкеса про чеченцев. Мы можем предсказать реакцию чеченцев на ту или иную ситуацию, поскольку сами реагировали бы точно так же. Что нас отличает друг от друга? Наверное, только темперамент. Чеченцы более эмоциональные и взрывные. Недаром чеченский танец является самым энергичным и энергоемким из всех кавказских танцев. Но эта эмоциональность бушует в строгих рамках Нахчила и не выходит за грань дозволенного законами чести и достоинства. Во всем мире чеченцев знают как мужественный, несгибаемый народ. Но может ли кто-то назвать хотя бы один случай в истории, чтобы чеченцы на кого-то напали и пытались подчинить себе? Чеченцы могут отдать жизнь за свою свободу, но не пытаются отнять чужую. Не хотелось бы выглядеть непрошенным адвокатом чеченцев, ибо они в этом не нуждаются и способны сами защитить себя и свое имя. Но будучи связанными историческими и кровными узами, мы имеем право высказываться, когда видим негативные проявления в адрес своих братьев, пишет в своем посте Черкес. Поэтому хочется сказать всем, кто из-за угла пытается ущипнуть, укусить и совершить другие мелкие пакости в отношении этого народа: не тратьте свое время зря. Чеченцы пережили и остались живы после таких катаклизмов, после которых они как-нибудь переживут ваши словесные атаки и сетевые сражения. А к самим чеченцам у меня одно пожелание, продолжает в своем посте Черкес: не принимайте близко к сердцу и не позволяйте виртуальному воинству забраться в ваши головы и нарушить душевный покой. Горох сам отскакивает от стены, а волны всегда разбиваются о скалы. Вот такой пост написал Черкес. Это не первый пост от братьев Черкесов. Еще в недалеком 2019 году, в апреле в сети, появился текст с названием «За что я уважаю чеченцев». За то, что в самом тяжком для адыгов в 19 веке чеченцы были рядом, делили с моими предками и радость, и беду, которой было намного больше в то злое время. Чеченцы подставляли адыгам плечо, как и адыги чеченцам. Тысячи спасавшихся от царизма адыгов ушли в Чечню и обрели там второй дом. Чечня приняла их как своих родных сынов и дочерей, дала им кров и защиту, укрыла и позволила выжить. Такое не забывается, говорит Черкес в своем посте с названием «За что я уважаю чеченцев». В веке 20 чеченцы пережили ряд трагических событий, несмотря на которые они нашли в себе силы и дух отойти от края пропасти, сохраниться как народ и возродиться в прямом смысле из пепелища и руин. В дальнем зарубежье в черкесской диаспоре чеченцы для адыгов – это родные братья, хотя и говорящие на другом языке. И, наконец, чеченцы – это народ, от которого я не ожидаю подвоха. Те чеченцы, которых мне довелось знать, являются прямыми парнями без всяких закулисных движений. Сегодня Кавказ запутался в десятках спорных ситуаций и конфликтов. И я рад тому, что отношения адыгского и чеченского народов по-прежнему остаются уважительными, добрососедскими и братскими. Пусть Всевышний наградит нас разумом, чтобы сохранить и приумножить эти отношения, доставшиеся в наследство от наших достойных предков. Вот с такими пожеланиями заканчивает свой пост брат Черкес. А мы скажем только одно: амин.